Путешествие — слово, которое манит своей определенной магией. Это и предвкушение новых интересных, захватывающих впечатлений, и новые знакомства, и все то, что впоследствии оставит в нашей памяти яркий калейдоскоп прекрасных воспоминаний. Сегодня мы поговорим с туристами, чье путешествие уже длится 1,5 года. Они оказались проездом в городе Якутске, заехали в автосервис для более тщательной подготовки к нашим морозам, а мне удалось с ними встретиться и задать несколько вопросов. Всем привет! Мы Рой и Мишель из Бразилии. И сейчас мы проходим наше второе кругосветное путешествие. Первое произошло в 2007 году по 2009. В течение 3 лет мы проехали по более теплым странам. Во второе путешествие мы выехали 1,5 года назад и уже проехали Южную Америку, Центральную Америку, Северную Америку. И в конце прошлого года мы поставили автомобиль на корабль и отправили его во Владивосток. Вот теперь мы в России. Вообще мы специально приехали в Россию зимой, чтобы узнать, как люди живут, как они выживают в холоде, что они едят, как они себя чувствуют. Мы сейчас испытываем действительно очень холодную погоду. Нам это нравится, но это очень тяжело, это сложно для нас, потому что мы бразильцы. Там, где мы живем, очень тепло, я бы даже сказал, жарко. Самая холодная температура у нас дома -2, -4 градуса, не ниже. Но сейчас мы приехали сюда, и здесь -40. Поэтому все должно быть поменено в автомобиле. У нас уже установлены подогреватели, двигатель должен быть подготовлен. Мы меняем масло, ставим вторые стекла. Это совершенно другая жизнь, совершенно другой стиль жизни. Изначально это был автомобиль Defender 130, пикап с двойной кабиной. Мы удалили кузов. Также из двойной кабины мы сделали одинарную кабину и построили дом в задней части автомобиля. Мы использовали композитные материалы, чтобы сделать дом. Это был полностью наш проект. Мы координировали весь процесс изготовления дома. Мы взяли в партнеры автомобильную компанию в Бразилии, которая обычно занимается такими автомобилями, но наш проект был абсолютно другой, поэтому мы построили этот автомобиль вместе с ними. Потому что у нас в планах было жить в этом автомобиле. Мы здесь живем, спим, едим. Даже здесь, в России, когда -40, мы ночуем в этом автомобиле. Благодаря этому автомобилю мы можем сделать нашу поездку гораздо дешевле. Мы готовим внутри автомобиля, у нас есть кухня, у нас есть кровать, у нас есть все, что нам нужно для путешествия. Все находится внутри автомобиля. У нас нет дома в Бразилии. Когда, например, мы живем в Бразилии, нам приходится арендовать дом либо квартиру. Сейчас у нас нет ничего в Бразилии. Мы уволились с своих работ. Вообще, Рой, он бизнесмен, я архитектор. Ради первого путешествия мы взяли все свои сбережения, продали некоторые вещи, и теперь наш дом — это вот этот автомобиль. Наше первое путешествие было мечтой. Мы хотели поменять нашу жизнь, наш стиль жизни, посмотреть на другие страны, на других людей, увидеть разные культуры. У нас были сбережения, как я уже сказал. Были небольшие спонсоры, которые нам помогали деньгами. Также нам помогали и оборудованием. И мы проехали 60 стран. Когда мы приехали обратно домой после первого кругосветного путешествия, мы увидели интересную возможность. Много людей интересовались нашим путешествием. Поэтому мы написали книгу. Мы сделали несколько фотовыставок. Мы выступали с лекциями в организациях, рассказывали людям о нашем путешествии. Это помогло нам набрать определенную сумму для второго путешествия, также помогло найти спонсоров.
в виде той же теплой одежды, например, для второй кругосветки. Также я хотел бы кое-что отметить. Со стороны кажется, что путешествовать это очень затратно. На самом деле это не так. Например, если сравнить наше проживание в Бразилии и в кругосветном путешествии, то в Бразилии мы бы тратили гораздо больше денег, потому что там мы арендуем жилье, мы тратим деньги также и на топливо, мы едим так же, как и в нашей кругосветке. В общем, выходит даже больше. Здесь мы, например, не платим за жилье, потому что мы живем внутри автомобиля. Мы останавливаем автомобиль в любом месте и спим в нем. Единственные расходы у нас идут, конечно же, за перевозку по морю, например, из Америки во Владивосток, также на билеты на самолет. Кстати, а сколько стоила перевозка из Америки во Владивосток? Она нам обошлась приблизительно в $2000. Это достаточно дорого. И сколько дней шла доставка? Доставка шла порядка 30 дней. Вы были на корабле вместе с автомобилем? Нет, мы вылетели в Сеул, в Южную Корею, и были некоторое время там. Затем прилетели во Владивосток. Это наша книга, которая рассказывает про наше первое путешествие 2007 по 2009 годы. И в этой книге мы рассказали обо всем. О нашем опыте, о том, как это было жить в этом автомобиле. Потому что многие люди не понимают, как мы можем жить в таком маленьком пространстве, все время вместе, как мы общались с людьми. Мы рассказали здесь обо всем. Ушло на написание этой книги около 20 месяцев. Кстати, вот здесь есть очень интересные цифры. 1033 дня, 60 стран, 80 пересеченных границ, 5 континентов, 160 тысяч километров, 70 тысяч литров дизеля. 6 раз мы пересекали экватор. 4 перевозки, 186 остановок полицейскими. Также здесь есть приблизительный расход топлива. 9,38 километров мы проезжали на 1 литре. Это приблизительно 11 литров на 100 километров. Это достаточно хороший расход. И надо учитывать, что мы ездили по плохим дорогам. Самая низкая точка нашего путешествия была минус 426 метров ниже уровня моря. Это в Мертвом море. Самая высокая точка была в Непале, 5416 метров над уровнем моря. Но это мы поднялись пешком. Автомобиль в это время находился на высоте 4800 метров над уровнем моря. Сделано более 50 тысяч фотографий. Средний расход в день у нас составил $66. $66 в день. На двоих, включая все, абсолютно все. Все включено в эту сумму. Далее. Самое дешевое топливо было в Венесуэле. Оно стоило практически ничто. Меньше 1 цента за литр. В Турции, например, топливо стоило $2.60. О, это даже дороже, чем у нас. Гораздо дороже, чем у вас. Здесь, кстати, топливо не такое дорогое. Здесь выходит примерно 50-60 центов за литр. Да, на севере немного дороже, чем на юге. А вот в Венесуэле за $1 мы заправили 1 бак, 2 бак, все канистры, которые у нас были, и они еще дали нам сдачи за $1. Well,
Я бы хотела пронести извинения за небольшой бардак, потому что наша жизнь в холоде сейчас совсем другая. Обычно здесь не так много вещей. Это наш дом. Вообще вот это наша кровать. А вот это наша лодка. Нам пришлось ее занести снаружи, потому что очень холодно. Это наш стол. Мы его поднимаем, можем сидеть здесь, как на диванчиках, и обедать. Ночью мы его опускаем вниз, кладем эти подушки сюда и спим. Здесь у нас еда, все, что нам нужно для выживания. Русская водка для морозов. Здесь у нас одежда располагается. С этой стороны кухонные принадлежности. Это наш холодильник, но сейчас он выключен. Тут внутри сейчас та же температура, что и в этом холодильнике. В этом шкафу у нас находится печка, которую мы вытаскиваем для приготовления пищи. Здесь у нас находится отопитель, поэтому мы можем спать внутри. Обычно у нас внутри 10-15 градусов. Мы не ставим печку на максимум, потому что он потребляет много горючего. Ну, когда на улице минус 40, а внутри плюс 15, это достаточно хорошо, я думаю. Также внизу в полу находятся водяные емкости. Здесь с этого крана у нас идет питьевая вода, которая проходит через эти очистные фильтры. Поэтому мы можем пить воду из реки и так далее. Также у нас здесь есть душ. Вода уходит сюда. Здесь мы ставим также пластиковую занавеску и можем принимать душ прямо в машине. Ну, конечно, не сейчас, не зимой. Подготовив свой автомобиль, Рой и Мишель отправились в сторону Аймикона. Кстати, на момент подготовки материала их GPS-датчик подсказал, что они уже доехали до полюса холода. Кстати, если вас заинтересовали подробности их кругосветного путешествия, то вы можете найти всю информацию на их сайте.